Уважаемые главы государств, уважаемый Александр Николаевич, участники и гости форума, рад приветствовать всех вас на Евразийском экономическом форуме, который проводится впервые с момента его учреждения. Несмотря на то, что нам не удалось встретиться в очном формате, современные технологии позволяют проводить такие масштабные мероприятия онлайн. Сегодня в нашем форуме приняли участие более 2000 участников. Отрадно, что участники заявлены не только из стран членов ЕАЭС, но и дальнего зарубежья. На этой площадке состоялся обмен мнением представителей наших государственных органов, независимых экспертов, представителей международных организаций и институтов развития, и, самое главное, бизнес-структур. Это свидетельствует о живом интересе к нашей интеграции и перспективам его развития. Хочу отметить, что основным направлением этих дискуссий является определение горизонтов и перспектив развития нашего Союза, выявление наших резервов для поступательного устойчивого развития в эпоху глобальных трансформаций. Важно, чтобы итоги дискуссий трансформировались в принятые решения, которые импульсом для практической работы. Что касается ответа на ваш первый вопрос, в этом году Кыргызская республика приступила к своим обязанностям в качестве председательствующей стороны. Я воспользовался своим правом выступить с обращением и обозначить приоритеты по реализации важнейших задач интеграции в текущем году. Нашими главными задачами продолжают оставаться: первое – обеспечение так называемых 4 свобод. Это свобода перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Второе – своевременная реализация стратегии развития до 2025 года. Третье – совместная работа в агропромышленной и промышленной сферах. Это реализация конкретных кооперационных проектов в целях импортозамещения. Это обеспечение продовольственной безопасности Союза. Четвертое. Определение алгоритмов и механизмов реализации программы развития нашей интеграции в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Пятое. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям восток-запад и север-юг. При этом хотелось бы отметить, что эти задачи приобретают особую актуальность сейчас в условиях нарастающей турбулентности в мировой политике, избирательных санкций в отношении наших партнеров по Союзу. В такой ситуации, как никогда, нам всем необходимо оперативно и эффективно реагировать на внешние неблагоприятные факторы. Хочу напомнить, что у нас уже есть хороший опыт реагирования на вызовы в период пандемии, в особенности в ее острой фазе. Развитие Евразийского экономического союза – это не изолированный процесс каждого государства Союза в отдельности, а взаимодополняющий процесс, зависящий от всех участников объединения. Внешний натиск на любое из государств-членов не может рассматриваться в отрыве от всего Союза или от какого-то государства-члена. В связи с этим нам необходимо работать слаженно и усилить координацию наших действий. Немаловажным является и продвижение идеи евразийства не только на территории Союза, но и партнерских интеграционных объединениях. При этом, по-моему, необходимо обратить особое внимание на нашу молодежь. В своем обращении в начале текущего года Кыргызская республика выступила с инициативой о ежегодном проведении Евразийского молодежного форума. Тем самым мы бы представили площадку для нашего молодого поколения, для обмена мнениями по вопросам нашей интеграции, видению экономического развития нашего Союза
при этом заложили бы прочный фундамент для продвижения идей евразийской интеграции и в будущем. Отвечая вкратце на второй вопрос, хочу отметить, что одной из острейших проблем, являющейся препятствием эффективному устойчивому развитию нашей интеграции, является наличие барьеров. Завтра на заседании Высшего совета ЕАЭС нам предоставят доклад по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза. Я предварительно ознакомился с информацией, предоставленной комиссией. Считаю, что нам необходимо пересмотреть механизмы борьбы с этим явлением, как барьеры. Думаю, нам надо подумать, как расширить полномочия нашего наднационального органа комиссии. При этом считаю также правильным пересмотреть роль суда ЕАЭС в этом процессе. Здесь мы можем прибегнуть к международному опыту. Также нам надо задуматься над пространственным развитием наших территорий. Это должно быть реализовано совместно и скоординированно. Нынешнее непростое время и условия диктуют нам это. Наступила эпоха изменений в геополитическом и геоэкономическом мировом пространстве. Мы все помним положительный опыт планирования в форме пятилетия в советское время. Думаю, для этого нашей интеграции необходимы полноценные институты развития, способные определить новые приоритеты и перспективы развития нашего Союза, разработать эффективные программы и проекты, а также эффективные инструменты и механизмы их реализации. Отвечая на ваш третий вопрос, хотел бы остановиться на статистике. Как говорится, цифры – вещь упрямая. Так, к примеру, рост ВВП Союза по итогам 2021 года составил 4,6%. Объем взаимной торговли вырос на 32%. При этом ВВП Кыргызстана вырос на 3,6%, а по итогам 4 месяцев рост составил 5,4%. Объем товарооборота Кыргызстана со странами ЕАЭС вырос на 40% в сравнении с январем-декабрем 2020 года, а по итогам первого квартала на 21%. Все это, несмотря на пандемийные ограничения и внешнее давление на отдельные страны-члены ЕАЭС. Еще раз хочу отметить, что все это благодаря нашей слаженной и скоординированной работе. Уверен, что мы вместе сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами. Спасибо большое.